Первое полугодие 2020 года – тяжелый период для всего мира. Пандемия разрушает экономику, взаимодействие стран и народов, меняет образ жизни людей, ценности. Относительно стабильная ситуация с коронавирусом в Абхазии может смениться вспышкой заболевания. Тревожные новости последних дней о новых случаях заболевания коронавирусом вызвали серьезное беспокойство у многих. Чтобы попытаться объективно оценить ситуацию, обсудить пути выхода из нее, мы пригласили на прямой эфир наших гостей. Представлю участников нашего прямого эфира. Главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия, главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева, заместитель министра здравоохранения Алхаз Канджария, уполномоченный по правам человека Асида Шахрыл, министр по туризму Тимураз Хишба, депутат парламента Рауль Лолуа. Здравствуйте. Последний месяц оперативный штаб радовал нас своими сообщениями, не было заболевших. И вот неожиданно, а может и ожидаемо, на прошлой неделе возросло количество выявленных больных. Получается, мы рано расслабились. И у меня вот такой вопрос. Распространился вирус именно в стационаре, в медучреждении. Сначала заболели врачи, а пациенты заболели от своих врачей, и пошла цепочка. Как так все-таки в медучреждении? Мы думали, что более бдительные наши доктора и не смогли выявить коронавирус до того, как он располз. Анжела Алексеевна, наверное, вопрос к вам. Ну, не совсем ко мне, но я отвечу. Значит, во-первых, начнем с того, что вирус распространился не от врачей к пациентам, а начался с пациентов, которые проходили терапию за пределами нашей страны по поводу тяжелых соматических заболеваний и вернулись на родину долечиваться. Пациенты, находящиеся в российских стационарах, все тестируются на ковид, так как это достаточно широко распространенное заболевание, и в течение нахождения в стационаре проводится мониторинг этого заболевания. Пациенты приехали с анализами ПЦР на ковид отрицательными и были тестированы по истечении инкубационного периода. С учетом того, что та методика, тот план, который мы предполагали, не дал нам хороших результатов, мы пересмотрели некоторые позиции, в том числе, что мы будем тестировать пациентов, пересекших границу, и попавших в стационар, сразу при поступлении будем мониторинг проводить по мере лечения пациентов в стационарах. Поэтому заболевание пошло на данный момент не от врачей. Эти пациенты заразили, это не было сделано намеренно, это вообще заболевание вызывает очень большие вопросы. Пациенты, болевшие или там, допустим, по поводу ковида наблюдавшиеся, выписанные из стационара, становятся изгоями. Это неправильное отношение. Их боятся, к ним боятся подходить. Это большая проблема. Это вызывает такой плохой резонанс. Пациенты отказываются ложиться в стационар, зная, что у них тяжелая коронавирусная инфекция осложненная. Они боятся за своих родственников, за себя. Поэтому нам нужно поменять отношение к этим пациентам, не относиться к ним как к изгоям, к источнику зла. Они не виноваты в том, что не заразились. От этого никто не гарантирован. Поэтому нам нужно добрее и лучше относиться к тем, кто нас окружает, прежде всего. То, что это произошло, это должно было произойти. Все большие вспышки всегда происходят из соматических стационаров, потому что там скапливается большое количество людей с соматическими заболеваниями, которые отягощенным анамнезом, и они наиболее уязвимы для любой инфекции, а в том числе и для коронавирусной инфекции. Какие меры были предприняты сейчас? По поводу карантинных мер расскажет, думаю, что Алла Ивановна, но в любом случае были предприняты все меры для локализации очага, выявлены все контакты, были обследованы все контактировавшие. Что касается одного пациента, который был выписан из клинической городской больницы, он находился на стадии излечения. У него имеются антитела к иммуноглобулин G коронавирусу. Это говорит о том, что пациент на стадии выздоровления. Что касается другого пациента, он покинул республику для долечивания за пределами республики Абхазия, вернулся в тот стационар, из которого был сюда перенаправлен, с тяжелым соматическим заболеванием, не связанным с коронавирусной инфекцией. Сколько у нас погибших?
сегодняшний На день? данный момент, если начинать с первой вспышки, с нулевого пациента, это первая партия пациентов, было 34 пациента, из них погибла одна пациентка, к сожалению. К сожалению, не то, что одна, вообще, к сожалению, что она погибла. Ей было за 90 лет, у пациентки было тяжелое соматическое заболевание фоновое, и она очень долго отказывалась от стационарного лечения. Вот сейчас, та вспышка, которая произошла сейчас, погиб пациент, переведенный из городской больницы. Пациент погиб от соматического заболевания через 10 часов после перевода в Гудаутский инфекционный госпиталь от острого коронарного синдрома. То есть пациент был с отягощенным кардиологическим анамнезом. И для него, я почему еще раз говорю, что это стресс для любого человека, для любого пациента, ощущение страха, что его будут осуждать, что он кого-то заразил, что они будут думать, что это специально, очень давит на нервную систему, и эти пациенты наиболее уязвимы со стороны сердца. Поэтому пациент погиб от кардиологической патологии. Это не связано с коронавирусом? Нет, его смерть не связана с А у него коронавирусной был инфекцией. коронавирус Да, установлен? пациента мы успели обследовать в Гудаутском госпитале. Произведена была рентгенограмма органов грудной клетки. Там не было никаких инфильтративных теней, не было признаков поражения легочной ткани. Ему был произведен общий анализ крови, электрокардиография и биохимические анализы крови. Со стороны коронавирусной инфекции пациент был стабильным, то есть не было никаких осложнений коронавирусной инфекции. Он погиб от основного заболевания, от нестабильности энокардии, которая привела к острому коронарному синдрому. И что я хочу сказать, то пациент не остался без помощи. На данный момент в госпитале лежит 2 доктора, даже 3 доктора. Доктор-хирург, потому что один из пациентов, которого перевели в этот стационар, у него имеется тяжелое хирургическое заболевание, это пневмоторакс, у него установлены дренажи, за ним наблюдает врач-хирург, и также дежурит терапевт-кардиолог. Поэтому пациент, если мы там будут говорить, что мы перевели, там скинули, это неправда. Пациент постоянно находился под неусыпным наблюдением кардиологов и терапевтов. Вот были такие разговоры, я хочу уточнить у вас, это правда, что трудно сформировать бригаду врачей для ковид-госпиталя в Гудауте, что не все врачи хотят работать именно с больными коронавирусной инфекцией в Гудаутской Вы знаете, больнице? врачи тоже люди. Изначально у них тоже была такая паническая атака, была самая настоящая. Все боялись, не хотели. Но, тем не менее, за последнюю неделю только была небольшая заминка, потому что там не могли сформировать бригаду, а все эти дни никто из них, из врачей, которым предлагали дежурить, никто еще не отказывался. Я хотела, чтобы Алхаз ответил на этот вопрос, Алхаз Зурабович. Ну, говоря о том, что доктора наши отказались, не скажу, что это совсем правильно. Дело не в том, что они отказались. Дело в том, что, как вы знаете, для оказания помощи больным COVID-19 есть определенные группы риска. И мы, несомненно, при составе бригад, то есть при формировании этих бригад, учитываем все это. То есть это должен быть человек не более 60 лет возрастом, то есть возраст его не должен быть выше 60 лет. Помимо этого, то есть никаких тяжелых сопутствующих патологий у него быть не должно. И исходя из этого мы формируем бригады. Ранее мы говорили, да и продолжаем говорить о том, что у нас есть нехватка кадров. И это ни для кого не секрет, так оно и есть. У нас нет должного количества реаниматологов, нет инфекционистов, нет терапевтов, пульмонологов. И мы по крупицам буквально собираем со всех уголков нашей республики всех тех специалистов, которые могут оказать помощь такого рода больным. Та заминка, которая у нас возникла, наверное, в большей степени из-за того, что одна бригада была сформирована, где были лица пожилого возраста, скажем так. То есть это возраст их не был 60+. И отчасти они, как Анжела Алексеевна правильно подметила, мы тоже люди. Они побоялись, и нам пришлось формировать по новой бригаду. Но, тем не менее, это было удачно сделано, бригада сформирована и продолжает оказывать помощь в Гудаутском госпитале. Тот вопрос, который волнует наше общество, вопрос открытия государственной границы. Мы понимаем, какие риски нас ждут, и сможем ли мы держать под контролем ситуацию, не допустить распространения коронавируса или вспышки коронавируса на всей территории Абхазии. Какие решения надо принять сейчас, чтобы потом не было поздно? Ваше мнение, Тимур Владимирович? Ну, я думаю, значит,
Первое решение, которое предварительно уже обсуждается, это предоставление при въезде на территорию Республики Абхазия в случае открытия границы, это справки об отсутствии коронавирусного заболевания, действующее 72 часа. Да, существует мнение, то, что пока человек сдает эти анализы, за это время он может заразиться. Безусловно, это так. Но это серьезно уменьшит риск для нашей страны. Я думаю, это основное, что мы можем сделать. Но мнения по поводу открытия или не открытия границ, я как понимаю, у нас разделились, возможно, в стране. Вот, но мы должны понимать реалии. Реалии таковы, что мы туристическая страна. Реалии таковы, что это основной заработок как минимум половины населения нашей страны. Хотим мы этого или нет. И вот от этого и нужно дальше действовать. Если мы не открываем границу, и мы не просим наших партнеров с Российской Федерацией открывать границу, мы должны это сразу решить. Но люди каждые 15 дней живут в надежде, что граница откроется 15-го, потом 30-го, потом 1-го. Это очень серьезно накаляет атмосферу. И вот здесь присутствует депутат парламента, он прекрасно знает, какие настроения в народе. У людей на самом деле заканчиваются возможности существовать. Это реальность, как бы она жестко не звучала. Вот. А что касается опасений врачей, согласен. Согласен, что они есть. Но, как уже было сказано, наверное, каждому нужно заниматься своим делом. Ну как, палка двух концов. С одной стороны, надо защитить себя, не заболеть, да, спасти свое население от этой страшной болезни. И в то же время заработать деньги, чтобы у людей были возможности на существование, как вы говорите. Конечно. Рауль Валерьевич, как это сделать? Вы знаете, если мы вернемся в начале, когда началась эта пандемия в мире, в России, в Грузии, появились эти первые очаги, вы знаете, что решение было принято, и мы закрыли границы. Это первое, то, что мы сделали практически сразу. Причем Россия границу в это время не закрывала. Мы в одностороннем порядке закрыли границу. Вот. Дальше, если вы тоже хорошо помните, наше население тоже, это буквально недавно было, мы установили блокпосты, медицинские блокпосты, проводили дистанционный термоскрининг там, и так далее, и так далее. Очень большой объем работы провели на тот момент. Это там было пару месяцев назад. Парламент принял постановление, объявил чрезвычайное положение в стране. Там, вот, определены были меры и задачи. Мы проходили этот этап. Мы дали на тот момент нашим медикам, специалистам, санэпидемслужбы, Министерства здравоохранения возможность подготовиться, потому что на тот момент я понимал и видел лично, да, потому что входил в оперативный штаб, видел, что нет ни средств индивидуальной защиты, никто не знал, что это такое, что это за вирус, как он распространяется. То есть все, получается, изучали эту ситуацию. Мы сохранили в таком стабильном положении эту ситуацию, но время идет, ситуация меняется. Мы не можем так тоже долго оставаться закрытыми. Мы же не можем страну перенести на другой какой-то там на необитаемый остров или куда-то переселиться. Не можем. Вирус, я так понимаю, что с нами будет жить еще долго. То есть та информацию, которую мы получаем, наверное, около года точно. Что тогда делать? За последнее время, вот если взять дату с начала закрытия границы, по сегодняшний день до 30 тысяч человек пересекло границу. Заехала в Абхазию. Но мы не можем тоже этих людей не впускать. Там и наши граждане, жители, представители там, Министерства обороны России, водители, которые перемещаются через границу. То есть эти люди есть. Поэтому сегодня есть такая возможность уже понять, что нам делать дальше, каким этапом нам идти. Вот уже меры определенные тоже и Министерство здравоохранения, и санэпидемслужбы разработали. То есть уже есть инструкции, уже есть план, какие-то уже намечены цели, задачи. Приехали специалисты тоже с России, изучают, помогают, подсказывают. Я, насколько знаю, что сегодня в случае такой массового какого-то заболевания мы можем наших больных
в ковид-центр отправлять в Сочи. Это тоже переговоры такие идут с российской стороной. То есть мы, получается, уже нашли взаимодействие с нашими коллегами. Без этого нам тоже очень сложно будет. То есть, ну, работа идет, продолжается. Ну и опять же, здесь надо нам понимать, мы нашим людям должны дать возможность зарабатывать деньги. Мы нашим людям должны возможность дать рабочие места обеспечить. Как мы их будем обеспечивать закрытыми границами? Конечно, это опасно, и никто не говорит, что это не тревожно. И нам всем, мы понимаем, что это все сложно и тяжело, и опасно. Но для этого есть у нас и службы, и Министерство здравоохранения, и другие службы, которые должны обеспечивать безопасность. Понятно. Асида Георгиевна, подключайтесь к разговору. Ваше мнение на эту тему? Как открыть границу, принимать туристов и в то же время защитить только нас, вопросы себя? задать и не быть критичной, так как обычно такая у меня позиция. Но вы знаете, на самом деле ситуация очень сложная. На мой взгляд, мы подошли к той, именно к началу, которого мы боялись, да, и его, если мы смогли в марте, в феврале, да, март, апрель, май, да, как-то очень серьезно все свои силы, да, как-то мобилизовали и много чего сделали для того, чтобы отодвинуть это начало такое, да, но сейчас мы видим, что мы, видно, расслабились, очень все меры, которые были, работали в марте, апреле и даже включительно май, сегодня эти меры не работают. Никакие меры не работают. Будем честны, признаем это. Вот. И потому, мне кажется, мы это получили. Потому что в ситуации, когда вот 30 тысяч пересекли границу, да, за этот период, получается, что никто их не отслеживал. На самом деле я могу десятки примеров привести, когда им даже на границе не сказали, да, будьте осторожны, там, если вы себя чувствуете нехорошо, уходите на самоизоляцию и так далее. Возможно, где-то кто-то там 1-2 раза, 1-2 дня, но я тоже провожу свой такой опрос, и по моим опросам нет такой системной работы в этом направлении. В ситуации, когда все магазины, все торговые объекты, все места, да, общественные места, мы знаем, да, никто ни в каких масках, нигде не стоят вот эти, как эти... Тепловизоры вы имеете в виду? Не тепловизоры, а чем обработать? Средства, дезинфицирующие дезинфицирующие средства. То есть мы настолько расслабились, что как будто мы на другой планете находимся. Да? Это в ситуации, когда в соседнем Краснодарском крае и в Сочи ситуация все хуже и хуже. То есть мы были при эфиры с Северным Кавказом, да, мы видим, какая там была ситуация, и сейчас не лучшая ситуация. То есть есть предположение, что, возможно, к августу, к сентябрю тоже будут закрываться объекты там и так далее. То есть в этой ситуации мы говорим, да, все понятно, у нас тяжелое положение, мы курортная страна, мы туристическая страна, и нам нужно думать о том, как зарабатывать и как пополнять бюджет. Но вы знаете, я иногда такой черный юмор, но зарабатывать не, извините за такую жесткость такую, но не на гробы, правильно же, да? Поэтому, когда все-таки, чего бы хотелось, да, ожидать от всех нас, который несет ответственность, на каких-то позициях находится, несет, ну, такую, от государства нашего. Серьезный анализ ситуации, с серьезными расчетами, серьезными прогнозы, которые как бы ожидаются. Например, если мы говорим, да, если мы не открываем границу, что нам предстоит, в какой ситуации будет страна, сколько людей окажутся на грани, да, голода, нищеты. Сколько нищеты, сколько человек. Это должно быть. У нас не многомиллионная страна, чтобы не просчитать до единицы. Мы должны знать, сколько человек будут нуждаться в социальной помощи государства, а сколько могут без этой помощи. А если мы и сколько мы так можем прожить. Да? Но если мы открываем границу, люди начинают, ну, мы видим, что избежать распространению коронавируса мы точно не можем, потому что идет ежедневный прирост. Да? Каждый день добавляются люди. То есть все, процесс пошел. Избежать мы видим, что не удастся нам. Это означает что? Это означает, что мы должны сейчас просчитать. Если мы открываем границу,
Сколько человек, ну это же все считать, мы же нам ничего изобретать не надо. Сколько будет в среднем заболевших, сколько из них будет с летальным исходом, какое у нас количество населения, в пропорции, что это означает для нас. Ну вы знаете, как это, страх вот об отсутствии вот этих всех данных, страх вот перед неизвестностью. Люди должны знать, что и государство в ответе за то, что происходит. То есть, вот понимаете, когда кто-то лоббирует за открытие границы, если это бизнес, да, если это ательер, это наши... Вот, мне хочется сказать, а насколько вы готовы взять на себя эту ответственность? То есть вот гостиница принимает людей. Вот не знаю, вот здесь министр по туризму. Наверное, мы получим на это тоже ответы. Но вот эти туристы, они что, будут только в объекте вот этом, да, в этом санатории или в этой гостинице? Они не будут выезжать за территорию. Это люди, которые не будут экскурсии какие-то совершать по территории Абхазии. А если они будут совершать экскурсии, значит, это контакты увеличиваются. Это любой ларечек, любой магазин, любой объект, значит, это люди. Как это? Когда в стране мы сегодня вообще никаких мер не соблюдаем, мне, знаете, у меня большие сомнения, что в одночасье, вот завтра объявят 1 августа открывается граница, и мы в одночасье все оденем маски, в одночасье будем дистанцию соблюдать, и потом во всех магазинах все будут расчерчены. Это все, да, наверное, за один день у нас произойдет. Но это что-то из области фантастики. Поэтому я бы хотела призвать к ответственности всех. У меня нет как-то вот такого однобокого, да, вот нет, пусть будет граница, потому что мы понимаем, какие могут быть последствия. Но те, которые лоббируют за то или другое, они должны дать полный анализ и взять на себя ответственность. Понимаете, я хочу, когда вот замминистра здравоохранения, да, Алхаз говорит о том, что вот нам пришлось срочно сформировать бригаду. У меня тут же возникает вопрос, извините, а у вас что, не 5 сформированных бригад, не 10? К сожалению, нет. Нет, у вас одна бригада. Значит, у нас, и при этом мы знаем, что у нас нет врачей. А еще оказалось, что большая часть из них с патологиями, со своими проблемами, они еще... Да, значит, надо быть откровенным перед своим обществом и сказать, дорогие соотечественники, если с вами что-то произойдет, вряд ли мы вас спасем, потому что у нас нет в достаточном количестве реаниматологов, у нас нет достаточно... Мы знаем одного главного терапевта. Да. Вот, нет, у нас здесь санитарный врач. Как на Бога, да? Алла Ивановна сейчас еще, извините, продолжит как раз эту тему. Мы сейчас видим, что происходит в нашей второй больнице. Да? Кардиологи, которые оказались в этой ситуации, они сегодня ушли. Но кто их... Но мы же знаем, что у нас единицы. И в этой ситуации, когда мы своему населению не можем сказать, знаете, что когда мы говорим о том, что у нас на 300 человек есть лекарства, это что означает? Это мы что, знаем, какие тяжелые, то есть один больной может, там, не знаю, недельку полежать, а может ничего и не выпить, да, бессимптомно пройдет и что-то там попьет и так далее. А другой тяжело больной, может он там месяц пролежит, может 2. Какие-то такие прогнозы очень интересные. Кстати, будет ваше мнение, Алла Ивановна. Достаточно ли 300 лекарств и говорить, что это у нас... Когда мы говорим, что мы можем обеспечить лечение я вам дам еще слово. Да, нет, можно, я просто хотела, чтобы я все эти понимаю. вопросы звучали. Очень, все, что вы говорите, все ответы. на самом деле волнует не только вас, эти вопросы задают и все наши граждане. Алла Ивановна, продолжите тему, что мы готовы к такой вспышке. Что будет, если вдруг получается одна бригада врачей, препаратов мало, аппараты ВЛ тоже ограничены? Ну вот что будет, я сказать не могу, поскольку я гаданием не занимаюсь. Эпидемиологическая обстановка, она подвижна, она постоянно меняется, она не статична. Вот поэтому и было каждые 2 недели отодвигался срок, потому что отслеживали эпидобстановку в сопредельных с нами территориях. Плата России была достигнута достаточно давно, но оно получилось очень затяжным, не таким, как у остальных стран. У остальных стран плата была намного короче. И вот сейчас уже видно тенденцию к снижению в основном по Российской Федерации, хотя Краснодарский край и курортные регионы, наоборот, демонстрируют рост заболеваемости.
Поскольку мы же открываем границу не с вакуумом, а с конкретным соседом, поэтому мы очень внимательно смотрели на то, что происходит у соседа в целом и на сопредельной территории в частности. Отсюда и делаются какие-то прогнозы, но они никогда не могут быть стопроцентными, эти прогнозы. Поскольку заболеваний, вот как у нас, да, не было ни одного, а теперь вот столько их меньше, чем за неделю. Это и есть эпидемиологическая ситуация. Что касается медиков, ну вот да, мы готовились к этому 3 месяца, но новых медиков за 3 месяца подготовить нельзя. То есть это тот момент, который надо было учитывать, наверное, достаточно давно. Тем более, что вот по санитарной службе я много раз поднимала вопрос о том, что ее надо укреплять. Сейчас санитарная служба, ну, конечно, работает на износ всеми теми кадрами, которые у нас есть. Вы считаете, мы не справимся, если будет вспышка, если откроют границу и Мы увеличится поток будем туристов? справляться, но это будет очень зависеть от того, какое количество. Вот те же справки, о которых говорил Теймураз Владимирович, это ни разу не панацея. И даже с этими справками люди, которые сюда приехали, не вполне могут заболеть, они могут находиться в инкубационном периоде. Но это хоть какой-то фильтр, хоть какой-то отсев по количеству. Понимаете, количество рано или поздно перейдет в качество. Вот тут было сказано о почти 30 тысячах, пересекших нашу границу, наших граждан и так далее. И вот это количество 30 тысяч перешло в качество тех 3 первичных, в общем-то, пациентов, которые попали с COVID-19. Вы эти дни работали с представителями Роспотребнадзора. Вот к какому соглашению вы пришли? Представители Роспотребнадзора здесь смотрели именно объекты туристической сферы, туристического размещения. Мы еще до их приезда работали над временными рекомендациями по работе туристических объектов в эпидемию ковида. И как указали сами представители Роспотребнадзора, что мы работу провели грамотно, и, в общем-то, претензий у них к объектам размещения не было. Вот конкретнее можете сказать, что значит вот провели работу грамотно, какие предписания будут от Роспотребнадзора? Временные рекомендации были разосланы во все учреждения курортной сферы, доведены до сведения всех ательеров, всех владельцев, по крайней мере, зарегистрированных, скажем так, Да. владельцев отеля. Это очень важный момент. Далее с объектами территориальной СС проводили консультации уже по людям может быть непонятно что-то в этих правилах, да, что-то, какие-то вопросы. Поэтому мы проводили прямые консультации, ну вот, с какими объектами? С Айтаром проводили. Я могу сказать по городу Сухум, поскольку за другие города не отвечаю. Да, да. Мы проводили консультации прямые с гостиницей Диаскурия, с гостиницей Интерсухум, с пансионатом Аксельсия, с Акварезор и многими другими. Это только те, которые я навскидку вот прямо сейчас могу вспомнить. То есть мы думали, опять-таки, что предприниматели, ну, не все могут, ну, где-то что-то знают, да, где что купить. Дезинфектанты, допустим, маски, те же санитайзеры. И чтобы они контактировали с друг другом, ну вот один, допустим, заказывает для себя, он знает, где 10 санитайзеров, что ему мешает заказать еще для соседей. То есть одновременно, чтобы завезли, чтобы все у себя разместили. Вот после таких разговоров у нас подготовлены вот эти перечисленные мною гостиницы, Роспотребнадзор это подтвердил. Они нанесли разметочку, социальную дистанцию на своих ресепшн. Они оборудовали ресепшн санитайзерами, а некоторые даже решили установить на ресепшене, как вот в аптеке, прямо остекление для того, чтобы уменьшить контакт между непосредственно гостем и сотрудником ресепшн. Сейчас Алла Ивановна говорила о туристических объектах в Сухуме, а вот в Гагарском районе, где очень много туристических объектов. И В Гагринском там как районе, ситуация? значит, комиссия Роспотребнадзора работала 24 числа. Я хотел бы сначала это рассказать. 23-го прибыла сюда комиссия и сразу стала осматривать столичные пляжи. Хочу сказать сразу то, что они были приятно удивлены. Далее комиссия отправилась в Гагринский район, город Гагра, Пицунда, потом Гудаутский район, Афон, Новая Рица. Одним словом, значит, объектов временного размещения было осмотрено 19.
было осмотрено несколько пляжей и объекты туристического показа. Специалисты Роспотребнадзора были довольны состоянием наших объектов. Почему? Потому что руководители объектов, персонал понимали проблематику, с чем им предстоит столкнуться, готовы к открытию своих объектов. Это очень важно. На самом деле в эту комиссию входили как и наши врачи, так и сотрудники Министерства по туризму. И мы это все наблюдали своими глазами. Нас приятно удивили. Это обязательно я хочу отметить. Вот. Комиссия сегодня написала свою справку, рекомендацию, которая пойдет 28 числа на стол штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Москве. Ну, будем ждать от наших коллег, партнеров результатов. Но я также хотел бы вернуться, значит, здесь было сказано по поводу, будут ли отдыхающие находиться в случае открытия границы постоянно в санатории. Конечно, нет. Конечно, не будут. Что касается, оденем мы все в маски, скорее всего, тоже нет. Но я хотел бы вернуться к другому по поводу, вы затронули такую тему, как ответственность. Вот ответственность, я думаю, каждый должен взять на себя, особенно те люди, которые профессионально этим занимаются, во всех сферах, будь то это медики, будь то это сотрудники туристической сферы, я имею в виду министерство, будь то это ваша такая профессия, как по защите прав человека. Вот. Каждый должен взять на себя ответственность. Говорить о том, что мы сомневаемся, открываем или не открываем границу, это очень удобная позиция. Я еще не встретил ни одного человека, который сказал бы, я не хочу, чтобы границу открыли. Я встречала, их Да. немало. Да, Наверное, у нас разные тоже ну на их, пути встречаются их, люди. наверное, в Медицинское студии, сообщество но их же в точно студии нет против сейчас. открытия Есть, границ. Это вы. Ну, я не знаю, вы абсолютно готовы открыть, да? Вот они тоже. Не-не-не, Ну, вы я не об спросите этом у говорю, я не медиков об этом тоже. сейчас Можно мы говорю. пока не ушли в тему? Пожалуйста. Очень важно знать, какая ситуация в Сочи. На самом деле наши корреспонденты связывались с представителями оперативного штаба города Сочи. Они сказали, что с Абхазией они не контактируют. То есть у нас реальной картины нет. Они не дали нам интервью, они отказывали нам. А у вас есть какая-то статистика, какое количество заболевших в Сочи? На самом деле мы общаемся со своими коллегами с Краснодарского края. Здесь уже было выше отмечено, прирост есть, к сожалению, в Краснодарском крае. Вот. Но, тем не менее, краснодарские курорты заполнены. Я не знаю, насколько верна та статистика, которую нам говорят, но ситуация там хуже, чем была до открытия сезона. Ну, скорее всего, и нас ждет их путь. Да? Ну, мы видим, конечно, какое количество и в Краснодарском крае, и в Сочи, и в Крыму, там гостиницы на 100% заполнены. Там люди просто уже не помещаются. С другой стороны, нам тоже всем надо понять и меру ответственности всем разделить. Если мы скажем, давайте мы не будем открывать, но тогда мы должны, ладно, хорошо, туристический сезон. А что делать в сентябре, когда наши студенты должны поехать там на учебу? Что делать с другими гражданами, которые должны выехать на лечение? Ведь граница закрыта для всех. И для граждан Абхазии, и для граждан России. Мы вот один раз дали сейчас возможность по постановлению премьер-министра России Мишустина один раз пересечь границу, поехать и вернуться обратно. Вот вопрос задаю медикам. Насколько я понимаю, вакцина будет найдена не скоро, то есть в течение года, в лучшем случае, пока идут клинические испытания, там мы смотрим все эти разные репортажи и слушаем специалистов. Сейчас пока идут испытания на людей молодых, потом пожилых, потом и так далее. То есть это большой, огромный, тяжелый и по времени объем работы. Но когда будет вакцина и что мы будем тогда делать в течение этого времени? Год. Что мы будем делать? Какие у нас в течение этого года планы? Также держать границу закрытую? Ну, я думаю, что это неправильно по отношению к нашим гражданам, неправильно. Проводить работу на территории Абхазии, конечно, нужно. В том числе на территории ПСО можно было бы давным-давно установить, в том числе сейчас уже можно проводить разные исследования.
там экспресс-тесты проводить. Я, насколько знаю, что у нас лаборатория ПЦР-тесты, которые проводят только в Сухуми. Почему мы ее не установили в Гаграх, в той же ЦРБ? Можно было бы там ее установить, на месте, подключить, дополнительно оплатить работу там, этим биологам или кто это должен непосредственно проводить. Почему мы тогда это не делаем? Я понимаю, что, может быть, я человек, который больше могу говорить об экономике, и ко мне обращаются люди, наши граждане, которые требуют открытия границы. Они говорят: слушайте, вы власть, вы определяетесь, вы принимаете решения сами. Почему мы должны за это страдать? Вот такие вопросы стоят у них. Ведь вы знаете прекрасно, что люди, если мы не дадим им возможность зарабатывать, скоро они уже даже лекарства себе не смогут покупать. Детей в школу не смогут отправить. Осень впереди у нас, зима впереди тяжелая, сложная, весна. Ведь это наша работа. Поэтому вот этот год, если у вас там, не знаю, если у нас не появится вакцина, в России не появится, в мире не появится вакцина, что мы планируем тогда делать? Я все-таки выступаю, вот скажу, я выступаю за то, чтобы мы это подконтрольно, конечно, держали, и границу в том числе мы поэтапно ее открывали. Есть постановление премьер-министра России, там определенные есть несколько пунктов, которые мы со своей стороны тоже не приняли. То есть у нас граница закрытая постоянно. Но решение какое? Ну, Да. возвращаясь к тому, что было сделано изначально, в период начала всей кампании COVID-19, а именно закрытие границы и так далее. Как вы знаете, это принесло своего рода плоды. Причем это было заметно абсолютно всем. Да, после того, как был введен режим чрезвычайного положения, люди стали как-то больше дома находиться, перестали посещать места общественного пользования, и плюс ко всему это и рестораны в том числе, и на свадьбы мы ограничились, то есть свадебный сезон был под срывом, скажем так. Но стоит отметить, что несмотря на эти ограничительные меры, которые были введены, несмотря на все это, больные продолжали появляться. Мы оказывали им помощь, и на протяжении всей кампании, да и сейчас, мы говорим о том, что больные будут. Другой вопрос, в каком количестве они будут. То есть, если это будет массово, а мы, как медицинское сообщество в целом, да, вот здесь, мы понимаем, что открытие границы своего рода массовая обращаемость, массовое поступление больных в наши стационары. Говоря о том, справимся мы или нет, ни для кого не секрет, нет, мы не справимся. У нас нехватка специалистов, у нас нехватка медикаментов, у нас нехватка средств индивидуальной защиты. Честно говоря, ситуация очень двоякая и очень тяжелая. А вот если Говоря мы- о лаборатории, я прошу Хорошо, прощения. хорошо. Ну, наверняка вы знаете, что в период COVID-19, да, экономика тоже несла ряд определенных сложностей. И в такое сложное время выстраивать лабораторию, которая обходится далеко не малых денег, не так просто. Даже в той лаборатории, которую мы имеем сегодня на базе СЭС, республиканского нашего, не все специалисты могут работать. Что такое ПЦР-диагностика? Многие говорят ПЦР-диагностика, но даже не представляют, что это такое. Это 6 часов, 2 человека заходят в изолированный бокс, и они не могут даже попить воды. То есть 6 часов они находятся там. Это не так все просто, как кажется, как это звучит и так далее. Жить непросто. А вот если мы будем соблюдать вот эти предписания Роспотребнадзора, это защитит нас? Вы знаете, что касается предписаний и рекомендаций Роспотребнадзора, я хотел бы к этому вернуться. Спасибо, что вы об этом сказали. Они же нам в помощь. Понимаете, вот у некоторых наших граждан такое ощущение, что приехал Роспотребнадзор, и они будут, значит, как ревизоры у нас. Нет, это дружественное государство в помощь нам прислало специалистов. Почему? Потому что у нас практически 100% приезжающих — это граждане Российской Федерации. Это первое. Какие рекомендации? Вы понимаете, специфика их работы была немного другой. Она была связана, как готов тот или иной объект. Вплоть до того, что какая мебель там стоит, то, что мягкую мебель нельзя в фойе использовать. Какое расстояние между ресепшеном, кто обслуживает бассейн, какой фирмы, значит, средства, которые моющие средства, дезинфицирующие средства. Специфика их работы была в этом. Более того, они даже мониторили ценовую политику
значит, абхазских гостиниц. Это была работа Роспотребнадзора. Но у нас единственное место, на мой взгляд, может, я ошибаюсь, где мы могли бы максимально предотвратить проникновение коронавирусной инфекции на территорию Абхазии, это граница Республики Абхазия. Если сюда человек заедет, при всем уважении к тем мерам, которые были разработаны главным санитарным врачом, распространение инфекции никто не остановит. Ни социальная дистанция, ни маска, если человек уже заехал сюда. Потому я считаю, что граница — это главный наш форт-пост. Вот здесь было отмечено то, что кроме этих справок, мы же на самом деле можем лабораторию сделать прямо на границе. Сегодня те страны, в том числе и Турция, Объединенные Арабские Эмираты, те, которые открывают свои границы, авиасообщения, которые открывают, они также требуют справку 72 часа об отсутствии коронавирусной инфекции. Но если этой справки нет, они готовы ее сделать на месте. То есть, когда я говорю, надо стараться каждому заниматься своим делом, я имею в виду то, что не перекладывать ответственность друг на друга. Мы предлагаем, например, правительство предлагает меры, а специалисты должны их исполнять. Если мы на границе сможем максимально установить те меры, чтобы не проникала сюда инфекция, я вас уверяю, это минимизирует все наши риски. А как установить вот эти максимальные меры, как вы говорите, на границе, чтобы была специальная лаборатория? Есть ли вот эти экспресс-тесты? Ну, если позволите, я частично отвечу на данный вопрос. Касаемо лаборатории, касаемо тестов. На сегодня ни для кого не секрет о том, что порядка 80 с лишним % достоверности несет всего лишь навсего одно обследование. Это ПЦР-диагностика, та самая, о которой мы ранее говорили. Все остальное, вот тот самый тест на антитела и так далее, позволит нам всего лишь навсего выявить, переболел человек или не переболел. То есть, но мы не должны забывать то, что все те люди, которые, возможно, будут пересекать границу, могут попасть в инкубационный период, так называемый, где ни тест не показывает, что человек больной. Помимо всего, мы знаем, что почти 50% всех больных являются бессимптомными носителями. То есть это тоже о чем-то говорит. Поэтому я не могу не согласиться с Тимуразом Владимировичем о том, что нужно, конечно же, максимальные силы направить на границу, на то, чтобы инфекция, то, что инфекция попадет, там, то, что ее завезут, это в любом случае будет. Рано или поздно уже мы имеем ряд определенных случаев. Вопрос в другом. В каком количестве и насколько это будет массово. Говоря о специалистах, вот параллельно с Роспотребнадзором приезжали также специалисты с Министерства здравоохранения Краснодарского края и Головного учреждения Москвы, то есть с Москвы. Вот. Мы также, я лично вместе с ними ездили в Гудаутскую центральную районную больницу, ознакомили их с готовностью этой больницы, ознакомились с материально-технической базой данного учреждения. И специалисты были по окончанию, по отъезду, значит, были очень удивлены тем, насколько мы подготовлены. Но подготовлены не для 500 человек, хочу подчеркнуть. Назовите цифру, пожалуйста. Вам какую цифру назвать? Реально, насколько человек сегодня оборудована Гудаутская больница? Значит, есть и тут, говоря о том, Чтобы уложить я понял ваш вопрос. Я просто хочу подать так, я сколько хочу и подать со всеми информацию так, чтобы вы это поняли. Абсолютно верно. Я все сейчас скажу. Значит, исходя из нашего опыта, мы, опять же, возвращаясь немножко назад, столкнулись с рядом определенных сложностей, в том числе и формирование тех самых бригад, о которых вы говорите. На сегодняшний день пришли к иному немножко решению данной проблемы. Да? Начали опираться на опыт зарубежных наших стран, коллег, которые работают в зарубежных странах. То есть, если же ранее мы госпитализировали абсолютно всех, да, то есть категория больных легкая степень, средняя степень, ну тяжелая, я уже не говорю, само собой госпитализируется, то сейчас мы пришли к немножко иному этапу маршрутизации, а именно в легкой степени больные находятся дома на самоизоляции. В
в средней степени и, соответственно, тяжелые находятся в стационарах. Одномоментно, подчеркиваю, тяжелых пациентов, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких, ну, это порядка 100 человек по всей республике. Ну, у нас одна больница, Минуточку. ковид-больница. Абсолютно верно. Ну, давайте говорить Минуточку, ковид-больница. вы дайте мне договорить, и вы поймете, о чем я говорю. У нас та самая больница, ковид-больница, о которой мы с вами говорим, 300 койко-мест. 300. Я не говорю о 300, я говорю о 100. Одномоментно. Потому что это с учетом ИВЛ-аппаратов и всего остального. И бригады врачей. И бригады врачей. На 300 соответственно. Но человек у вас, да? нет, минуточку, вы не Ну, вот слушаете тогда меня. не Еще раз вводите повторяю. в заблуждение, Вы не пожалуйста. слушаете меня, я еще раз повторяю. Одномоментно тяжелой категории пациентов. 100 человек, не 300. Да. Хороший мировой опыт, о чем сейчас я понимаю, да. То есть Правильно. я говорю всего лишь о 100 одномоментных тяжелых больных, далеко не 300. 300 койко-мест не означает, что на всех этих койко-местах будут лежать тяжелые пациенты. Нет, и не означает, что на них будут врачи. Абсолютно для верно. обслуживания этих больных Абсолютно тоже, верно. правильно Но же? хочу посмотреть немножко с другой призмы. Мы не должны забывать о том, что мы тоже люди, медики наши, врачи, да, и, как правило, при возникновении там свыше 20 человек, грубо говоря, ну, порядка 50 будем брать, даже не тяжелых, а средних, и среди них пускай будет 15 тяжелых. Как правило, мы будем терять наших медицинских работников, они будут заражаться. И вот тогда вопрос станет еще острее, потому что помощь, которую вроде бы должны оказывать медицинские работники, не смогут ее оказывать, потому что не будет кадров. У нас и так дефицит и нехватка их. Мы это поняли. Можно я вот по поводу другой стратегии, да, избранной, и когда уходят на самоизоляцию домой? Просто у меня вопрос. Тоже просто хочется, чтобы вы честно ответили на этот вопрос тоже. Насколько вы сегодня, отправляя людей на самоизоляцию, контролируете эту самоизоляцию? Потому что по моим наблюдениям к людям никто не приезжает, никто их не проверяет, ушли ли, не знаю, как они там, выделены ли эти людям комнаты, или вся семья. То есть вы одного человека отправили на самоизоляцию, а вся семья ходит по всему, да, по всем объектам и все остальное. То есть означает, что потенциально зараженные, да, они тоже семья, они-то все контактируют с другими. Это помимо того, что вообще никто не ведет. Когда мы говорим об опыте других стран, я хотела бы, чтобы мы были тоже честны перед собой, да. Там, как только человеку отправляют на самоизоляцию, приходит служба санэпидемстанции, участковые милиционеры, местная администрация. Под контролем всех этих учреждений, этих, да, служб находится та или иная семья, тот или иной человек. Сегодня у нас этого нет. Сегодня нет. А сегодня у нас идет каждый день прирост. Эти люди отправлены на самоизоляцию домой. У нас есть случаи, когда врач заболел, а их больной, значит, лечащий, этот пациент, да, у этого лечащего врача, который находился, не предупрежден, что их лечащий врач заболел, и будьте осторожны, имейте в виду, сдайте анализ. То есть никакой вот такой работы не ведется. То есть когда мы говорим, как это в других странах, и надо как-то вот все-таки о своей ситуации, давать анализ ситуации в Абхазии. И когда Роспотребнадзор сюда приезжает и делает нам рекомендации, Роспотребнадзор о ком думает? А российский Роспотребнадзор, да, приехавшая делегация, они изучают ситуацию на предмет того, когда сюда приедут их граждане, насколько они будут обезопасены, да? Насколько им будут обеспечены все условия для того, чтобы они не заразились благополучной, по крайней мере, в этом отношении благополучной Абхазии. Чтобы они у нас не заразились. Чтобы они у нас не заразились. У них задача вот такая. У них не стоит никакой другой задачи, когда они проверяют эти объекты. Я с вами не согласен. А эти объекты они проверяют на предмет того, чтобы, как они понимают, что их отправляют на курорт, уезжают люди, в общем-то, здоровые, чтобы они не заразились в другой Почему вы стране. не согласны? Минутку, можно я Владимирович? договорю? А мы о чем должны переживать? Мы должны переживать, что мы, в принципе, предполагаем, что из Российской Федерации к нам потенциально больные могут попасть, да? Что мы предполагаем, что к нам приедут, возможно, зараженные туристы.
и как мы готовы для того, чтобы эти туристы могли здесь передвигаться, там общаться, отдыхать, не заразив в нас. Вот на этот вопрос я не получаю ответа ни от туристических объектов, ни от нашего государства, потому что у нас нет никаких мер. Ну, вы знаете, ну, можно о чем угодно говорить, но закрыть-то глаза очень сложно нам, да? Мы же это все видим. Таймураз Владимирович, почему вы не согласны со Да, Сергеем я Георгиевым? категорически не согласен. Я Я скажу почему. Я скажу, потому что я присутствовал при работе комиссии Роспотребнадзора, как они вели работу и так далее. Там огромное количество было дано рекомендаций, чтобы персонал не заразился. Ну, конечно. Это Иначе очевидно. Их туристы заразятся. Их, Понятно. ну, я думаю, как здесь все присутствующие врачи, они давали все клятву Гиппократу, они вообще за то, чтобы человек не болел. Не в зависимости от Нет, нации они и не откуда могут он. давать клятву, что люди не заболеют. Они дают клятву Не, помогать. что они будут объективны. А да. сейчас давно уже клятвы тоже не дают. Не Так дают что, уже? Да, нет. Ну ладно. Так что Так Не знаю, я, например, давал. ваше время Так может вот, я хотел бы продолжить. Это первое. Роспотребнадзор работал объективно, помогал персоналу, помогал сотрудникам учреждений, как не только того, чтобы не заразились граждане, прибывшие к нам на отдых, но бы и сам персонал не заразился, и не было вспышки распространения. Там обсуждались моменты, если вы помните, как изолировать этого человека от персонала и так далее. Быстро и своевременно. Я хочу, пользуясь возможностью, я хочу поблагодарить наших коллег с России, которые прибыли, потому что работа была сделана честно. Это очень важно. Работа была честна. Это... А? Гости наши А это не студии меня исключено. режиссер Нет, предупреждает, подождите. что мы уже 51 минуту Анна, справка в о эфире. том, как здесь провели работу сотрудники Роспотребнадзора, будет завтра. Я не исключаю, что они напишут, что сюда не стоит ехать. Но хочу продолжить эту тематику. Специалисты, если я не прав, прервите меня. Специалисты считают, что коронавирусная инфекция не 1 год, а несколько лет будет бушевать в мире. Правильно? Правильно. До тех пор, пока она не мутирует, в смысле не станет слабее, и не появится лекарство, которое мы просто можем пойти в аптеку и купить, чтобы вылечиться от заболевания. Я, насколько понимаю, это так. То есть мы говорим о более крупном временном отрезке, нежели этот год и следующий. Понимаете, это очень важно. Коронавирусная инфекция, к сожалению, уже попала в Абхазию. И не исключено, что она попадет еще раз. В связи с этим я, если вы позволите, Анна, немного вашу миссию возьму. Я хотел бы спросить у наших врачей. Сегодня в мире что опаснее, грипп или коронавирус? И от какой болезни умирают больше? Простому обывателю. Можете ответить? Да, конечно. Говоря о том, что опаснее, немножко преждевременный вопрос. Почему преждевременный, объясню. Потому что, как вы знаете, гриппом человек заболел и выздоровел. Коронавирус заболел, если сопутствующая патология есть, он, к сожалению, может погибнуть, как мы это и А наблюдаем. грипп не дает осложнений? Минуточку. Грипп тоже дает осложнения, но все те осложнения нами уже изучены, и мы знаем, согласен. как на Вот них это да. воздействовать. Вот основной фактор. Говоря о коронавирусе, нужно отметить также то, что это достаточно новое заболевание не только для нас, а для всего мира. И мы тут обсуждали там, касаемо вакцины и так далее. Вот мне просто как медик, как простому обывателю вопрос такого рода. Да. А как долго изобретается вакцина, вы знаете? Но вначале она апробируется, я думаю, более года. Более года, абсолютно верно, а то и 5 лет не хватает. Для чего это делается? Это смотрятся отдаленные результаты, приближенные результаты, смотрится отдельная категория граждан, то есть сопутствующие патологии учитываются. Да, конечно. Да. Я извиняюсь, я повторю свой вопрос. Да. На данный момент, Так. что уносит больше жизни в мире? Грипп или коронавирус? Ну, на данный момент, наверное, коронавирус. На данный момент. Потому что коронавирус продолжает, и люди болеют и погибают, к сожалению. От гриппа тоже погибают, От несомненно. гриппа есть вакцинация? Конечно, Проводят вакцинацию? конечно, вакцинация от гриппа есть, конечно. То есть вот Это тоже Много ответ. протоколов разница. лечения.
Да. Вы просто плохо знакомы с этой болезнью. Я не вас именно имею в виду, а вообще медицинский Абсолютно мир. верно, конечно. Мы должны к этой Несомненно. болезни привыкнуть, И сжиться. умирать спокойно. Не умирать Я не не надо. собираюсь спокойно Умирать не надо. Я думаю, что не только в данном случае говоря о медиках у нас в республике, но и вообще обо всем да. мировом медицинском сообществе, поверьте, мы трудимся, не покладая рук, и делаем все возможное для того, чтобы найти выход из того или иного тяжелого положения, в данном случае говоря о коронавирусе. Поэтому замечания, которые вот будут высказаны когда-нибудь к концу всей этой кампании, мы все это будем принимать достойно. Почему? Потому что мы впервые столкнулись с этим и выстраиваем этот карточный домик своего рода, да, в ручном механизме. Впервые. Никогда никто не сталкивался с подобного рода пандемией. Мы уже имеем определенный опыт в плане того, как выявить, как правильно лечить ту или иную категорию больных. И это уже что-то. Будем развиваться, двигаться дальше. Я думаю, что мы достигнем хороших результатов. К сожалению, о печальной статистике. Я извиняюсь, перебил вас. В Абхазии больше 1000 человек умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. В Абхазии больше 800 человек умирает от онкологии и так далее. То есть, И конечно, добавим Ну, мы бы с- коронавирус да. тоже. Мы бы давайте не Давайте будем коронавирус утрировать, тоже пожалуйста. добавим. Мы не можем А, коронавирус и, добавлять, мы- да, я объясню Мы не почему. говорим об этом, мы говорим в целом, какая ситуация. Понимаете, конечно, надо Ситуация бороться с плохая. У этим. нас больное население. Учитывая это, любое проникновение, это означает, что... Ну вот я хотела, чтобы медики тоже объяснили, наверное, нам, что все-таки, когда мы говорим, по-разному считают, да, тоже в разных Конечно. странах, по-разному считают количество умерших от ковид. Например, в одних странах считают только вот здоровых людей, умерших от COVID-19. В некоторых странах считают от сопутствующих. То есть, если бы он не заразился коронавирусом, да, COVID-19, он бы, может, еще 50 лет прожил бы, и у него инфаркта не было бы, да, но из-за того, что тромбы образовались, у него вот от инфаркта, от инсульта погиб, умер. То есть, а мы об этом как-то вот забываем, и люди, ну, как бы думают, что должна быть какая-то отдельная вот статистика по ковид, и вот здоровый человек, если не умер, значит, мы считаем, что А как нужно наши с врачи этим считают, жить. если человек умер от обширного инфаркта, но у него был коронавирус, он умер от коронавирусной инфекции? Знаете как, для того, чтобы точно ответить, чего умер пациент, нужно проводить патологоанатомическое вскрытие. Мы можем... У нас вообще. Да, которого у нас нет. Мы рассуждаем только априори. И второй вопрос, который вот меня волновал, я пыталась ответить. Нельзя думать, что только медики стоят на страже перед ковидом, между населением и ковидом. Вот тот вопрос, который вы подняли, о курации пациентов на дому, о том, чтобы смотреть, кто нарушает режим самоизоляции, можно ли бы ему находиться дома на самоизоляции, это легкое течение или только начало заболевания. Очень много вопросов остается неотвеченных, поэтому одни медики эти вопросы не решат. Это будут и правоохранительные органы, социальные службы, кто принесет им еду, кто им приносит препараты, кто их будет курировать. Поэтому, если мы объединим все усилия, ей-богу, моя большая мечта, вы будете смеяться, побывать в Краснодаре. Я говорю, мечтаю о нем, как о Монте-Карло, потому что мы не можем пока пересечь границу, но однократно я не считаю, потому что здесь работы достаточно много. То есть мы все хотим куда-то поехать, что-то увидеть, встретиться с друзьями. И о том, что медики умирают чаще, потому что они более длительно контактируют с пациентами и очень большая экспозиция вируса. У меня умерло 2 однокурсника, молодых, здоровых врача, которые могли еще 50 лет лечить и помогать населению. Они были на передовой. То есть это большая потеря для наших однокурсников. Но это и во всех странах такое происходит. Поэтому, понимаю, мы тоже хотим, чтобы граница была открыта. Но только тогда, когда наша медицина 100% может обеспечить максимально безопасность и излечение наших И, народа. как вы сказали, Да. соцслужбы Да, и да, участковые, только и все тогда. остальные. Поэтому я как врач думаю, что не может быть ничего ценнее жизни. Мы во время войны находили чем питаться. Я за, чтобы наша экономика процветала. Давайте друг другу поможем. И если мы сможем медицину подготовить на 100% к такому, к атаке такого врага, тогда с удовольствием мы откроем границу и встретим с распростертыми объятиями всех, кто хочет побывать у нас. У всех аргументы вроде правильные, у тех, кто за открытие границы, понятно, и у тех, кто боится открытия границы, у медиков тоже понятно. Но и тем не менее надо принимать решение. Надо взвесить все
и принять самое правильное решение, которое может быть в такой вот непростой ситуации. И важно, конечно, личная ответственность каждого из нас, соблюдать санитарные нормы, использовать средства защиты и быть бдительным. И мы уже час в эфире, поэтому я завершаю сегодняшнюю беседу. Спасибо за то, что пришли, за то, что обсудили, и была дискуссия, и это все правильно, это все нормально, что мы открыто обсуждаем проблему общества. До свидания, будьте здоровы.